Диверсификация Пашиняна. Армения становится яблоком раздора. Под таким названием на сайте Евразия сегодня вышло интервью с экспертом по проблемам Закавказья Виктором Якубяном. Эксперт отмечает, что развитие событий в нашем регионе – это часть большой геополитической игры. Цитата. «События на Украине и на Ближнем Востоке непосредственно и прямо влияют на развитие ситуации в Закавказье. Это очевидно, потому что это три театра военных действий между одними и теми же мировыми центрами силы в рамках протекающей глобальной гибридной войны. Активное столкновение идет в буферных зонах Украина, Сирия, Закавказье между Россией и НАТО, включая Турцию. Россия Ираном с одной стороны и НАТО Израилем с другой. А на глобальной арене бушуют торговые войны, вводятся санкции, совершаются диверсии и теракты, как, например, подрыв газопровода «Северный поток». Якубян считает, что в зависимости от того, кто выйдет победителем на Украине и на Ближнем Востоке, мы увидим в Закавказье либо дальнейшее ослабление России и Ирана и усиление тюркского тандема в рамках стратегии «Один народ, два государства» и НАТО с неминуемым поглощением Армении и Грузии, либо же победу тандема Россия-Иран, ослабление влияния Запада на Грузию, дальнейшее активное развитие евразийского экономического сотрудничества с включением в него новых стран региона и так далее. На самом деле никакой архитектуры безопасности в Закавказье сейчас не существует, уверен армянский эксперт. Если бы она существовала, то не было бы войны 2008 года в Южной Осетии, не было бы последних карабахских войн с трагическим исходом, не было бы войны на Украине и на Ближнем Востоке, которые, как я уже отмечал, прямо влияют на расклад сил в Закавказском регионе, будучи другими театрами одной и той же войны, уверен эксперт. Власти Армении сейчас действуют не внутри некой региональной архитектуры безопасности, а под внешним кураторством и под угрозой силы, сказал Якубян. Кураторство осуществляют США, Великобритания и некоторые страны Евросоюза, а силу давления продуцирует Азербайджано-турецкий тандем, ориентирующийся на НАТО. В свою очередь власти Грузии ведут жесткую внутреннюю борьбу с огромной по влиянию пятой колонны, подчиняющейся Западу, который в свою очередь стремится спровоцировать новую российско-грузинскую войну, уверен эксперт. По его мнению, продолжает оставаться под жестким прессингом стран НАТО Иран с угрозой сползания конфликта с Израилем, с которым уже был обмен ударами в масштабную, не исключено, что и ядерную войну. В этих условиях Армения, по сути дела, оказывается от гарантии безопасности в рамках ОДКБ и как будто бы наращивает взаимодействие с НАТО и Евросоюзом, что не может не привести к ответным действиям со стороны России и Ирана. То есть никакой архитектуры безопасности нет, а есть временное затишье в точке столкновения конкурирующих интересов стран России, Запада, Ирана и тюркского тандема Турции, Азербайджана, заключает Якубян. Шире здесь представлены также геополитические интересы Китая, Индии, Пакистана, арабских монархий и прочих игроков, каждая из которых преследует в этой гибридной войне свои интересы, считает эксперт. Говоря более узко о перспективах Армении в этом раскладе сил, эксперт отмечает, что Армения географически расположена на перекрестке двух геополитически транспортно-логистических коридоров – севера-юг и запад-восток. В этой ситуации, лишаясь внешних гарантий безопасности и не обладая достаточным суверенитетом и ресурсами для сопротивления, Армения рискует стать яблоком раздора между Россией, Китаем, Ираном с одной стороны и Евросоюзом, США, Турцией и Азербайджаном с другой. Видя некомпетентность, импульсивность и несамостоятельность и высокую степень авантюризма руководящих Арменией агентов влияния Запада, мы можем прийти к выводу, что за территорию Армении будет вестись ожесточенная борьба, говорит в интервью агентству Виктор Якубян, потому что планы Запада вывести Россию из Закавказья, обнулить ее влияние здесь, а также создать плацдарм для атаки на Иран с севера, обязательно в конечном счете вызовут ответные очень жесткие действия Москвы и Тегерана. Никакого коридора между Турцией и Азербайджаном по территории страны Евразийского экономического союза Армении без контроля со стороны других членов Союза, в особенности России, Пашиняну никто не позволит открыть. Конец цитаты.